Добрый день, уважаемый жюри. Я Корякин Сагдам, ученик 8 А класса Якутской кадетской школы-интернат. Моя тема доклада — якутское средневековое оружие в исторических преданиях и рассказах народов Саха. Актуальность работы. Изучение исторического военного наследия предков народов Саха ранее не исследовано. Цель работы — исследование якутского военного оружия в исторических преданиях и рассказах якутов. Задача. Первое. Изучение и подбор научно-исследовательской литературы средневекового вооружения якутов. Второе. Исследование использования якутского средневекового боевого оружия в исторических преданиях и рассказах Георгия Усиновича Эргис, Гавриила Васильевича Ксенофонтова. Объект исследования. Предания и рассказы народов Саха. Новизна. Сегодня имеется крайне мало научных работ на тему, относящихся к эпохе Кыргыз-Ивете. Гипотеза. Данный доклад может послужить возрастанию интереса к истории Якутии подрастающего поколения и всех интересующих историей и этнографией народов Саха. Практическая значимость. Работа заключается в том, что доклад можно использовать в качестве материала школьной аудитории. Работа может быть использована как дополнительный материал для изучения национальной культуры, истории народов Саха. Методы исследования. Поисково-исследовательский метод. Структура работы состоит из поведения теоретических и исследовательских частей, заключения списка использованной литературы. Наша работа состоит из двух этапов. Первое. Изучение литературы военного дела и вооружения во время якутского средневековья. Второе. Исследование, описание и использование боевых оружий в исторических преданиях и рассказах Георгия Устиновича Эргис, Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Из исторических преданий мы узнали, что оружие делится на оружие ближнего боя и дальнего боя. Оружие дальнего боя входили якутский наконечник стрел, специально не изучались. На среднеархеологических находах железные наконечники преобладали. Комплект позднесредневековых наконечников стрел включало 8 групп, представленные 25 типами. И якутский лук. Длина лука достигала 1,8 метров. Колчан изготовлялся из кожи, лук изготовлялся из 2 и более слоев дерева, лиственницы или березы, с концевыми костями или деревянными клинковыми вставками. Также входил якутский арбалет чачарса. Чачар – длинная деревянная трубообразная планка со специальным залобком или укладывание стрелы и прикладом. Отличается от лука количеством слоев. Оружие ближнего боя батас. Батас – якутское военное копье. Это красивое, легкое боевое оружие. От других видов якутского оружия батия хатакон отличался своими размерами и формой лезвия. Батия – это оружие широко применения во время, во-первых, это рубящее, колющее оружие ближнего боя. Во-вторых, орудие охоты. В-третьих, оно широко применялось в быту. Якутский старинный меч. Ножи часто встречаются в материалах археологических раскопок. За столетия нож не потерпел никаких изменений. Нет и типологических различий. Клинок ножа имеет длину 12-20 см, длина черешка 5,7 см. Черешок насаживался в рукоять, сделанную из березного капа, корня. На грани выбирается желобок. На спинке иногда носили насечки украшения. Нож затачивался с левой стороны, если держать его рукоятью к себе. Хатакон является разновидностью оружия типа батия, хотя по размерам значительно меньше. Использовался как запасное оружие, его носили на ремешке или запястье левой руки. Вывод. Прочитав и исследовав использованное якутское средневековое боевое оружие в исторических преданиях и рассказах народов Саха, мы пришли к такому выводу. Первое. Основной причиной постоянных военных конфликтов среди народов Саха были земельный вопрос. Часто причинами столкновения являлись кровная месть, личная неприязнь и соперничество, откровенный грабеж и насилие. В книгах Георгия Усиновича Эргис «Очерки по якутскому фольклору»
Якутские предания и рассказы якутов преобладали оружие дистанционного боя, чем ближнего. Потому что на первом месте лук и якутский арбалет. По книге Гавриила Васильевича Ксенофонтова «Эллиада» использовали оружие наравне и дистанционный, и ближний бой. В нашей исследовательской работе из источников литературы найдено 8 видов оружия. В Средневековье употреблено 120 раз. Из них более всего использовано оружие дистанционного боя. Например, лук употреблено 27 раз, стрела 26 раз, оружие ближнего боя, пальма, батыя 16 раз, копье 12 раз, меч 8 раз и нож 3 раза. Список использованной литературы. Спасибо за внимание.